И над степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Здесь теперь все иначе, в масштабах иных, лишь рабочих династий, все те же фамилии, и Лиготских, Рожковых, и многих других. Извините, что в песню не все уместились, а над бухтой Цемесской туман светло-серый, будто пылью цементной припорошен на море, и видны отовсюду лишь дымка растает от цементных заводов. Октябрь и пролетарий. Пятилеток фундамент цемент наш скреплял, лег он в домны магнитки, днепровские дамбы. Год лихой 41-й он воином стал, и России фашистов цементные бомбы. И где смену стояли в цехах у печей, там с оружием встречали незваного гостя. Позабыть невозможно тех пламенных дней нам, наследникам славных династий рабочих. А над бухтой Цемесской туман светло-серый, будто пылью цементной припорошен на море, и видны отовсюду лишь дымка растает от цементных заводов. Октябрь и пролетарий. Мы гордимся судьбою, что выпало нам. Мы пока не герои, но дети герои. И фамилии, что дали отцы сыновья, нам велят рабочих. Предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия, руководителю фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Виктору Николаевичу Губареву. Уважаемые друзья, международным днем солидарности трудящихся. Республики мы славим все поколения нашей многонациональной республики, сделавшие ее грамотной, образованной, высокоразвитой экономикой, с высокими социальными гарантиями. И в год столетия образования СССР мы продолжим эти традиции в защиту интересов трудового человека, укрепление дружбы народов, безопасности страны. Мы солидарны с проведением специальной военной операции за освобождение Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины, за независимость Донбасса. В наших колоннах демонстрантов справедливо звучат лозунги «За право на труд», «Нет безработицы». Товарищи, поднимем высокое звание человека-труженика, внимание и поддержку ветеранам, детям войны, молодежи. В год столетия Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина обязанность государства обеспечить детям настоящее счастливое детство. Что лучшее детям? В наших колоннах идут передовики производства, видные ученые, деятели культуры, наставники и тираны, заслуженные государственной поддержки и пересмотра пенсионной возраста ухода на пенсию. Да здравствует 1 мая, Международный день солидарности трудящихся. 1 мая – олицетворение единства народа в борьбе за свои права, за социальную справедливость и достойную жизнь. Мир, труд, май! Ура, товарищи! Ура! Архонский хребет. И работают люди, и каждый здесь знает. Наше слово так крепко, как крепок цемент.
Только стройся, отчизна, мы не подкачаем, а над будкой семейской туман светло-серый, будто пылью цементной припорошен на море, и видны отовсюду, и дымка растает на цементных заводах. Октябрь и пролетарий. Дорогие товарищи, друзья, на самом деле 1 мая – это день борьбы трудящихся за свои права. Когда люди отстаивали право на жизнь, право на труд, право на образование. И в первой стране мира, в Союзе Советских Социалистических Республик, народ добился этих всех прав. За 70 лет советской власти в стране было лучшее в мире образование, в стране было лучшее в мире здравоохранение, в стране было лучшее в мире наука. 70% мировых открытий совершалось в Союзе Советских Социалистических Республик. И именно эта страна победившего народа превратила праздник 1 мая в праздник, а не в день борьбы, потому что народ уже победил, потому что народ уже добился своей власти и решал все проблемы на благо всего трудового народа. В стране Советов не было паразитов, в стране Советов были люди подвига, люди труда. И эту страну никакие испытания не смогли сломить. Эту страну, даже Великую Отечественную войну, против всей объединенной Европы противостояла наша страна и добилась победы. Это великая была страна. Но наши вожди, Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, предупреждали, что самая большая опасность, которая грозит нашей стране, трудовому народу, это мелкобуржуазная стихия. Это психология вещизма, психология западных интересов и западных ценностей. Вот как только начали эти процессы в нашей стране, так и народ потерял свою власть. Сегодня мы не имеем этой власти. Но я хочу сказать, что мы добьемся, что сперва будет красное знамя символом нашего Отечества, нашей России, а потом народ вновь восстановит свою власть, неизменно восстановит свою власть. И не будет фашизма на этой планете, а будет власть труда, власть совести, власть чести. Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик, да здравствует советская власть в нашей стране. Ура, товарищи! Сегодня интересует весь народ. Да. Каждому работу, социальную гарантию, высокую зарплату, безопасность, справедливость. Нет олигархов, народную собственность народу. Так и должно быть, так и будет. Потому что сегодня страна зашла в тупик только за эти 30 лет, которые проводилась политика капитализма, либеральной рыночной экономики. А будущее за социализм и народовластием. Ура, товарищи!